Автосервис «Норма». Диагностика и ремонт ходовой, замена узлов и агрегатов, сварочные работы, услуги подъемника и пресса, внедорожная подготовка автомобилей для охоты и спорта, пескоструй, очистка по технологии мягкий бластинг. Мы находимся на Сергеляском шоссе, 4-й километр, перед медцентром. Сегодня 2 июня, и мы направляемся в сторону полигона «Патриот», где будут происходить гонки без правил. Тоже интересно, также в преддверии чемпионата внедорожного, думаю, будет достаточно интересно. Ну, поснимаем, посмотрим, что получится. Это 21-е гонки у нас, стараемся 2 раза в год проводить. Обычно вот они проходили в мае месяце, но в связи по ряду причин мы провели 2 июня. А осенние гонки обычно на День города мы стараемся 27-го, 29-го, ну там как попадает суббота у нас, мы проводим. Ну, как впечатление для меня, как организатора, конечно же, это то, что в соответствии трассы и уровня безопасности, а в таких гонках самое главное безопасность не только для зрителей, но и для самих спортсменов. То есть каждый спортсмен готовит автотранспорт в соответствии с приложенным регламентом и конструкцией безопасности транспортного средства. Поэтому результат налицо, все обошлось без травм. Как вы были свидетелями, уже много было столкновений, много переворотов. И победил сильнейший. Humans use it all the time, well, good for them. I can't use mine, 'cause Julia's brains will plaster the walls. Julia's brains will plaster the walls. Natural selection made her hair like a rag doll's. Sewing up her lips at the Mad Men made eclipse of her papa in the light of the hall. Come to plaster her brains on the wall. Julia's brains will plaster the wall. And all of her brains are on the wall. Julia's brains will plaster the wall. Whenever she blows her nose, well, God knows where her brains will go as they exit through the front.
Ну, обычно бывают определенные лидеры, на которых можно сделать такие ставки, что вот этот человек, скорее всего, выиграет. Оправдались ли сегодня вот эта тройка лидеров, которые выиграли, или были какие-то небольшие сюрпризы? Но передвижки, конечно, всегда есть. Она гонка непредсказуема, поэтому бывали случаи, даже люди, которые первый раз участвовали в наших соревнованиях, выигрывали. Но сегодня стабильность свою показал Николай Бадаев. К сожалению, ряд лидеров даже в первом заезде уже потеряли весь интерес гонки и сошли с дистанции. Вот. Закономерность показывает у нас Андрей Запорожец, участник ледовых гонок в классе «Лада Стандарт». Сегодня вот он в финальном заезде второй пришел, но сумма результатов подводится по двум лучшим этапам, поэтому сейчас судейская бригада секретарей подводит результаты, будем определяться. Но, несомненно, первое место Николай Бадаев занял. Всем спасибо. Спортсмены, чье зеркало совершенно целое. Ну что ж, большое спасибо, друзья. Отличного всем настроения. Любите автомотоспорт. До встречи, друзья, на следующих гонках. Прошли гонки без правил. Эмоций вообще, конечно, очень много. Все достаточно динамично, интересно. Много перевернутых машин. Ну, на самом деле, я первый раз посетил гонки без правил. Оказывается, уже 21-й. Так, ну, в свою очередь, у нас уже сегодня 2 июня. Впереди осталось всего лишь каких-то 5 дней до начала чемпионата. У нас огромное количество недоделок. Нужно залить герметиком свечи, сделать... найти удлинители для лебедки, доделать защиту днища, понять, что нам нужно по навигации, установить рацию, поставить для лебедки кое-какое небольшое дополнительное вспомогательное оборудование, вывести сапуны в двигателе от коробки передач и от переднего редуктора. В общем, еще много чего нужно сделать. Радует то, что в принципе свободная неделя, и надеюсь, что все мы успеем. Далее. Должны. О, какой хаммер. Длинный. Так-то взять бы его, да? На нем покататься. Чтобы вытягивал. Чисто как мост. В озеро притопил и проехал. После всех изменений, которые мы сделали с автомобилем, его вес достаточно сильно увеличился. Увеличены колеса и также навесное оборудование. Поэтому, как показали наши небольшие тест-драйвы, стандартная подвеска с данной нагрузкой не справляется. И поэтому мы вновь посетили магазин внедорожного оборудования «Крузак», где мы обнаружили вот такой замечательный комплект австралийской фирмы Touch Dog. Здесь усиленные передние стойки, задние амортизаторы, а также передние и задние пружины. На установку у нас осталось совсем немного времени, но я думаю, что мы все успеем. И, конечно же, подвеска покажет себя с наилучшей стороны. С самого первого произведенного амортизатора Tough Dog завоевала репутацию фирмы, которая все производит сама. В самом деле, сегодня это одна из самых крепких подвесок. И все пружины и рессоры для лифта автомобиля и под стандартное использование производятся в Австралии. Использование лучших материалов и тщательное проектирование элементов подвески помогло не без труда завоевать фирме Tough Dog репутацию первоклассного производителя. В России Tough Dog продается с 2000 года и зарекомендовал себя как одна из самых надежных элементов подвески. На рынке представлены лифт-комплекты подвески для автомобилей Toyota, Nissan, Mitsubishi, УАЗ, Niva, Suzuki, Mazda, Isuzu, Land Rover, Jeep, Hyundai, SsangYong.
Цилиндрические пружины Tough Dog спроектированы и изготовлены в Австралии. Поставляются для использования как при стандартных нагрузках, так и при увеличенных. Пружины для увеличенной нагрузки прекрасно подходят для дальних путешествий. В путешествиях машина всегда нагружена вещами, запасами топлива и продуктами. И для нормальной работы подвески стоит установить усиленные пружины Tough Dog. Кроме того, переменная высота витков пружин Tough Dog обеспечивает плавную работу подвески на пустом автомобиле. Обратите внимание, что пружины Tough Dog не предназначены для увеличения грузоподъемности машины. Они только обеспечивают большую высоту кузова при штатной грузоподъемности. Ассортимент продукции фирмы Tough Dog достаточно обширен. Фирма производит пружины, стойки, амортизаторы, торсионы, рессоры и рулевые демпферы. В нашем конкретном случае мы поставили на автомобиль передние и задние пружины, также стойки и амортизаторы. За сезон 2013 года подвеска показала себя с наилучшей стороны. Хотелось бы отметить более высокую собранность подвески. Автомобиль хорошо держит дорогу в любых условиях, будь то ровный асфальт, либо гравийная дорога. Конечно, нужно сказать и о минусах установки усиленной подвески. В нашем случае во время поездки на приморские соревнования у нас оторвало крепление на заднем мосту. Поломку мы своевременно починили, и об этом подробнее расскажем в одном из следующих выпусков. Но из этого случая мы поняли, что нельзя упускать из виду никакие мелочи. Нужно стараться просчитать любые возможные последствия и по возможности их устранить. Мы поздравляем всех наших зрителей с наступающими новогодними праздниками. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, чтобы новый 2014 год принес в вашей жизни все только самое лучшее. В новом году нас ждут сюжеты с внедорожных соревнований по мотокроссу. Мы с вами также побываем на реке Амга и заодно познакомимся с движением дайверов. Посетим отборочный этап Russian Drift Series во Владивостоке, примем участие в приморских внедорожных соревнованиях и, конечно, многое-многое другое. Кстати, если у вас есть желание увидеть что-то еще в нашей программе, звоните нам или оставляйте в комментариях. С наилучшими пожеланиями, команда Продвижение.